Муниципальные власти намеренно затягивают процедуру приобретения жилья для детей-сирот. Больше 1000 бывших детдомовцев сегодня живут где придется. И это несмотря на то, что республиканские власти почти в 4 раза увеличили субсидии на покупку квартир. Об этом сегодня на коллегии заявил прокурор Коми. В числе тех, кто не спешит, власти Печорского района, нерасторопность которых, по мнению Сергея Бажотова, привела к возврату почти половины общей суммы субвенции. Своих коллег прокурор Коми призвал незамедлительно принять меры реагирования не только в этом, но и в других районах. Об остальных приоритетах в работе надзорного органа Максим Васильев. Сохранение финансовой стабильности в регионе и поддержание реального сектора экономики – задачи общегосударственные, а значит основные и для стражей законности. Что называется, приспустить вожжи и приоткрыть коммерсантам зеленый свет они уже готовы. Только в прошлом году число плановых проверок предприятий малого и среднего бизнеса прокуроры сократили на 1000, еще на 1,5 сократят в этом году. Да и бюрократические проволочки у людей в синем на особом контроле. Только в сфере строительства прокурорами выявлено 340 нарушений, связанных с затягиванием срока выдачи разрешений, незаконным отказом в их продлении, созданием препятствий при предоставлении технических условий подключения к инженерным сетям. Вместе с тем, количество проведенных проверок, не подлежащих по закону согласованию с органами прокуратуры, возросло на 10%. Прокурору необходимо принципиально оценивать поводы и основания к проведению таких проверок по контролю, исключая осуществление под их видом проверок, требующих согласования с органами прокуратуры. Цены на продукты и коммуналка. На этом акцентировал внимание прокуроров премьер Владимир Токмаков. Если по контролю за провизией создан целый антикризисный штаб, в сфере ЖКХ все куда сложнее. Здесь скрывать недостатки может, по сути, только общественность. Здесь мы надеемся на то, что органы прокуратуры нашей республики, как важный правозащитный институт, будут жестче подходить к обращениям граждан, так как зачастую в жалобах скрываются факты мошенничества со стороны должностных лиц, со стороны компаний, которые оказывают услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И очень часто жертвами обмана становятся самые незащищенные слои населения. И все же в чем, а в отсутствии внимания к обращениям прокуратуру, похоже, вряд ли упрекнешь. В прошлом году здесь побили своеобразный рекорд за последние 10 лет. На личном приеме выслушали больше 6000 человек. Причем каждый 4-й из них был восстановлен в правах. Впрочем, свою работу прокуроры еще больше оптимизируют. До 1 июля больше половины личного состава географически поменяют место работы для лучшей эффективности. Максим Васильев, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.